Вместе со всеми российскими школьниками сочинение по русскому языку написали 315 выпускников Сибая. Проверили свою грамотность и знания 11-классники всех школ города, кроме 7 и 14. У них в этом году нет выпускных классов. Сосредоточенность и волнение чувствуются на лицах учеников школы номер 1. Здесь в следующем году выпускаются 2 класса, всего 40 человек. Ребята готовились на протяжении именно к сочинению и к сдаче ЕГЭ по русскому языку на протяжении 1,5 лет, то есть весь 10 класс, половина 11 класса. И в принципе я уверен, что проблем с написанием сочинением быть не должно. Я считаю, что это очень важное мероприятие, и в принципе со мной согласен весь педагогический коллектив, потому что мы все помним, как мы сами писали это сочинение, как мы его ждали с волнением, с тревогой, но в то же время это было и радостно, и ответственно. Поэтому я сегодня видел по глазам выпускников, что они испытывали те же самые чувства. Заполнение соответствующих бланков – процедура не менее важная, потому ей отводится достаточное количество времени. Считанные минуты, и становится известна тема итогового сочинения. Какие вопросы волнуют человека в любую эпоху? Вторая тема. Как связаны понятия «дом» и «отечество»? Третье. Что такое любовь к жизни? Четвертое. На пути к благородной цели все ли средства хороши? И пятое. Почему некоторые книги люди перечитывают? Темы такие широкие, и поэтому вот все то, что мы изучали на уроках литературы, я думаю, дети смогут применить при выполнении данного вида работы. В этом году, так же как и в прошлом, строить рассуждения нужно с опорой на литературные произведения. 235 минут отводится для выполнения творческого задания. За ходом написания сочинения наблюдают ответственные лица. Я являюсь председателем экзаменационной комиссии и, естественно, должен следить за тем, как проходит экзамен, чтобы не было никаких нарушений, действительно, чтобы выпускники наши не пользовались никакими средствами, которые могли бы им помочь при написании сочинения. Все это, естественно, за этим следят наблюдатели. Они у нас в каждом кабинете 2 наблюдателя. Есть коридорные, которые следят в целом за порядком. Снятые копии работ будут направлены в Уфу, оригиналы же останутся в сейфе. Декабрьское сочинение станет своего рода допуском к ЕГЭ. По его результатам ребята получат зачет или не зачет. Итоги станут известны до 10 декабря. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскильзина, телекомпания СТВ.